Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатху. Вы смотрите 4-й выпуск программы Халяль Инфо. В этот раз мы расскажем вам о том, какую работу проделал Комитет по стандарту Халяль Дом РТ в месяц Рамадан, почему нельзя покупать мусульманскую колбасу, узнаете мнение исламских богословов об употреблении сычужного сыра, а также мы посетим стоматологическую клинику, где оказываются услуги по канонам шариата. В священный месяц Рамадан Комитет по стандарту Халяль Дом РТ провел активную работу. Одним из наиболее знаменательных событий стал второй республиканский ифтар, который прошел 8 июля на главном стадионе Казань-Арена. Специалисты комитета приняли основное участие в организации этого мероприятия. Комитет проконтролировал процесс обеспечения гостей дозволенной пищей и пригласил спонсоров из числа своих производителей. 28 июля 2014 года в халяльном индустриальном парке Балтач провели праздник и халяль-ярмарку, приуроченный окончанию священного месяца Рамадан. Соорганизатором данного мероприятия выступили Комитет по стандарту Халяль Дом РТ и Национальная ассоциация индустрии халяль. На ярмарке была представлена халяльная продукция российских и татарстанских производителей, фермерских и крестьянских хозяйств, а также народный промысел татарского народа. Концертная программа включала выступление коллектива «Раян», конкурс чтецов Корана и показ татарской национальной одежды. Неотъемлемой частью татарской культуры является ислам. В этой связи многие ошибочно приравнивают национальную принадлежность к определенной религии. Подобные заблуждения завладевают общественным мнением, чем и стараются воспользоваться недобросовестные производители, чтобы реализовать свой товар. О распространенных видах фальсификации халяль-продукции смотрите далее. В последнее время на российском рынке наблюдается большой спрос на халяль-продукцию, и, как следствие, увеличиваются случаи продаж фальсифицированной продукции под маркой халяль. Самый эффективный способ привлечь внимание потребителя – это надпись на этикетке, например, «мусульманская» или «татарская». Однако такая продукция не имеет никакого отношения к халяль. Раньше было государством сделаны ТУ, технические условия, которые давали право вырабатывать продукцию и писать по-мусульмански, например. Но это не говорит о том, что этот продукт является халялем. То есть там может быть компоненты, которые, скажем, соответствуют государственным стандартам, но они могут не соответствовать стандартам халяль. Нередко на прилавках магазинов встречаются продукты, на которых присутствует изображение мечети, полумесяца или же название продукта, написанного в стиле арабской каллиграфии на зеленом фоне. Когда потребитель покупает продукцию халяль, нужно обращать внимание на следующее. Первое, там должен быть логотип халяль. Если там не стоит логотип халяль, а написано просто халяль, самое главное, чтобы сырье, из которого делается этот продукт, он не содержал компоненты свинины, он не содержал компоненты животных нехаляльного забоя. Нередко и сам производитель заявляет о выпуске халяль-продукции, не имея документа, подтверждающего этот факт. В этом случае, если потребитель столкнулся с отсутствием документального подтверждения халяльности продукции, он может обратиться в Роспотребнадзор. Или в Комитет по защите прав потребителей с тем, что его ввели в заблуждение, то есть ему сказали, что халяль, а никакого сертификата или документа не предоставили. Таким образом, уже это Роспотребнадзор может уже влиять. Комитет по стандарту Халяль Дом РТ работает на основе системы добровольной сертификации халяль. В связи с этим организация несет ответственность за производство халяль-продукции только на тех предприятиях, которые прошли сертификацию и имеют свидетельство этого комитета. В полномочия Комитета по стандарту халяль не входит то, чтобы привлечь какое-то предприятие к ответственности. Мы можем, если на том или ином предприятии, которое получило наше свидетельствование, если произошел какой-то инцидент, то есть вместо, например, продукции халяльной, они не халяльную, скажем, выпускать начали, да, мы оставляем за собой право отозвать это свидетельство и уже больше не выдавать. К сожалению, в России нет государственного стандарта халяль, который бы регулировал выпуск продукции, соответствующей канонам ислама. По этой причине единственной гарантией качества халяль-продукции на сегодняшний день является добровольная сертификация. На сегодняшний день в России есть 6 систем добровольной сертификации, которые проводят освидетельствование и выдают сертификат соответствия халялю на ту или иную продукцию, и на которую ставится маркировка. Специалисты Комитета по стандарту Халяль Дом РТ выступают с просьбой приобретать мясную продукцию только проверенных торговых марок. А в случае выявления каких-либо нарушений и злоупотреблений, связанных с продукцией халяль, сообщать в Комитет по стандарту Халяль Дом РТ.
Потребитель может зайти в интернет на адрес halalrt.com и посмотреть реестр наших предприятий, убедиться, является ли тот или иной продукт халяль, то есть и уже в соответствии с этим совершать покупки. Если колбасные изделия имеют маркировку халяль, по которой мы определяем дозволенность продукции, то сыры зачастую не имеют подобного сертификата. Казалось бы, в основе своей это молочный продукт, то есть халяль. Но в производстве сыра используют технологии для ускорения процесса приготовления сырного изделия. Чаще всего это сычужный фермент животного происхождения. Влияет ли сычуг на халяльность конечной продукции? Об этом мы расскажем в следующем сюжете. Процесс приготовления сыра состоит из нескольких этапов. Главным из них является процесс свертывания молока. Все сыры, в зависимости от применяемых технологий производства, делятся на два вида – кисломолочные и сычужные. Кисломолочные сыры – это сыры, приготовленные с использованием молочно-кислого брожения. Сычужный фермент, ренин – это пищеварительный фермент, расщепляющий пептиды. Вырабатывается в последнем отделе четырехкамерного желудка жвачных животных. Идеальным вариантом, по мнению ученых, считается сычужный фермент, который получен из желудков 2-3 недельных телят. Телята должны быть не старше определенного возраста и до момента убоя питаться только материнским молоком. Сычужный фермент – это особая секреция маленького теленка. Он необходим ему для наилучшего переваривания молока своей мамы. Вот почему он так качественно и полноценно отделяет белки от сыворотки. Идеальный вариант, как ученые говорят, это сычужный фермент, полученный из желудков 2-3 недельных телят. Повторяю, телят. Но ученые также говорят, что сычужный фермент может быть получен из таких животных, как коровы, быки, да, и прописывается свиньи. Для мусульман важно, чтобы мясо животного, которое употребляется в пищу, было дозволенным. Следовательно, и все ингредиенты, получаемые от забитого животного, тоже должны быть халяль. Однако среди исламских богословов есть разногласия в вопросе дозволенности употребления сычужного фермента в пищу. Согласно шафиитскому масхабу, сычужный фермент является наджас, то есть нечистым, а значит и продукт с его использованием запрещено употреблять в пищу. Шафииты говорят, объясняя этот термин, то есть какой фермент является наджасой, они говорят что фермент, который был получен из животных, забитых не халяльным, то есть методом, способом, то есть не по канонам ислама. Согласно мнению богословов ханафитского масхаба, использование сычужного фермента разрешено, независимо от того, как было забито животное. Ханафитские ученые аргументируют это тем, что разрешенность сычуга обусловлена не тем, как было заколото животное, а тем, есть ли жизнь в самом сычуге. Иными словами, циркуляция крови. То есть сычуг не погибает со смертью самого животного. Поэтому ханафитские ученые говорят, употребление сыра с добавлением сычужного фермента разрешено, если только это животное не свинья. Использование сычужного фермента довольно выгодно для производителя, так как процесс сычужного сворачивания молока сокращается до считанных минут. Кроме того, сычужный фермент не оказывает никакого влияния на такие качества продукта, как цвет, запах и вкус. По внешнему виду невозможно определить, как был изготовлен сыр, с использованием сычужного фермента или без него. Учитывая разногласия среди исламских ученых, Комитет по стандарту халяль ДУМРТ придерживается такого пути, как ихтият, что в переводе с арабского означает «предосторожность». Так как мы не знаем, из каких животных этот фермент получен, мы не можем это пропустить, то есть выдать свидетельство. Иными словами, покупая сыры в специализированных магазинах, которые прошли освидетельствование в нашем комитете, мусульмане, независимо на их масхабические взгляды, могут быть уверены в халяльности, дозволенности этого сыра. Существуют микробиологические заменители сычужного фермента животного происхождения. Их получают путем ферментации. Существуют и растительные заменители, например, сок инжира или заквасочная трава. Однако в производстве сыров они используются крайне редко. Такие сыры употреблять можно,
иншаллах, это является альтернативой. И этих сыров на рынке, эти сыры как бы на рынке, сейчас их огромное количество. Покупателям нужно просто читать состав. Сычужный фермент животного происхождения в составе продукции обозначается следующим образом. Сычужный фермент, ренин, животный химозин, калаза, стабо 1290. Абамин – еще одно название сычужного фермента. Он продается в аптеках и часто используется частными продавцами. Сладкомолочный сыр – так называются сыры, приготовленные с использованием телячьего фермента. Также коагуляторы неживотного происхождения обозначаются следующим образом. Стопроцентный химозин означает, что продукт содержит элемент, выделенный при ферментации специального плесневого гриба. Химозин неживотного происхождения, микробиологический фермент, мукопепсин, микробиальный ренин, милаза или микробиальный фермент, фрумаза или фрамаза, максирен голландской фирмы DSM, химоген и химакс компании Pfizer. Ислам установил правила поведения во всем и, конечно же, правила для здорового образа жизни. И мусульманам сказано в повелительной форме: кто заболел, пусть лечится, и лечится дозволено. Также в хадисах наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывает и учит нас следить за здоровьем и красотой зубов. Тем более, что сейчас для этого созданы все условия. В Казани много стоматологических клиник, и одна из них – Булгурстом. В чем особенность этой клиники, мы покажем в специальной рубрике «Халяль-гид». Здоровье – одна из главных ценностей для каждого человека, в том числе и для мусульманина. И одним из рекомендуемых деяний в исламе является уход за зубами. В сборнике Бухари передается хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы я не опасался обременить свою общину, то повелел бы им чистить зубы перед каждой молитвой». Здоровые зубы – залог здоровья всего организма. И в этом отношении мисвак считается лучшей профилактикой болезней зубов. Но бывают случаи, когда помощь специалиста необходима и нужно обратиться к стоматологу. Важно также, чтобы при этом соблюдались каноны шариата. В стоматологической клинике Казани Булгурстом предоставляются услуги для всех категорий населения. Главным отличием этой клиники является то, что здесь созданы все необходимые условия для мусульман. Среди персонала я как бы пока являюсь одной мусульманкой, но мне очень нравится, потому что я могу соблюдать все свои каноны шариата, то есть я могу пойти намаз почитать, то есть я могу девчонкам сказать: девчонки, подождите, пожалуйста, 5 минут, я сбегаю, прочитаю. То есть каких-то таких проблем нет, у нас очень дружный коллектив. Каждый мусульманин, приходя на прием к врачу, может не беспокоиться, что пропустит намаз. Мы покажем им направление киблы, то есть и они будут уверены в правильности совершения своего намаза. По желанию клиента здесь проходит раздельное обслуживание мужчин и женщин. В клинике Булгурстом представлен весь спектр стоматологических услуг, оказываемых в соответствии с нормами шариата. Здесь вам будут рады вне зависимости от национальности и вероисповедания. Мы надеемся, что наши пациенты как бы останутся довольны качеством наших предоставляемых нами услуг и уйдут от нас с широкой, красивой, милой улыбкой. В достоверном хадисе передается: приобретайте знания, даже если для этого придется отправиться в Китай. С Халяй-Инфо вам не нужно куда-либо ехать, терпеть трудности и жертвовать всем ради знаний. Смотрите нашу передачу и будьте в курсе актуальных тенденций сферы халяль. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатху.